Воздушное сообщение Урумчи-Стамбул вновь открывается после 8-летнего перерыва. Газета China Daily сообщила 2 августа, что авиакомпания China Southern Airlines с 17 августа начнет выполнять прямые рейсы между Урумчи и Стамбулом. Эта линия, которая была закрыта из-за участившегося систематического геноцида со стороны Китая в Восточном Туркестане, вновь становится активной. Событие происходит на фоне того, как Китай дал зеленый свет некоторым уйгурам за рубежом на возвращение в Восточный Туркестан в рамках своей политики по сокрытию геноцида в Восточном Туркестане. Германия согласилась подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны с Филиппинами, где в последние месяцы обострилась напряженность в отношениях с Китаем. Министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Жильберто Теодоро взяли на себя обязательство выстраивать долгосрочные отношения между военными силами, изучать возможности расширения двустороннего сотрудничества в области вооружений и участия в совместных проектах. Манила и Берлин углубили свои военные связи на фоне эскалации напряженности в последние месяцы между Китаем и Филиппинами, которые обменялись обвинениями, в том числе утверждениями о том, что Китай намеренно протаранил военные катера Манилы в спорных районах Южно-Китайского моря, серьезно ранив филиппинского моряка. Президент США Джо Байден подписал национальную стратегию контрразведки на прошлой неделе. В этом документе Россия, Китай, Иран и Северная Корея были названы главными преступниками, а Россия и Китай к тому же были определены как самые большие угрозы для разведки. В стратегическом документе подчеркивается, что Китай и Россия вместе с другими странами предпринимают более агрессивные шаги и наращивают сотрудничество, чтобы ослабить Соединенные Штаты. 4 человека погибли и 23 пропали без вести в результате наводнений и оползней, произошедших в юго-западной китайской провинции Сычуань. По данным информационного агентства Синьхуа, из-за стихии рухнул мост, плюс некоторые другие сооружения были повреждены из-за наводнения, обрушившегося на провинцию Сычуань. Местные чиновники заявили, что 4 человека погибли и 23 человека пропали без вести из-за стихийных бедствий. Силы обороны Украины сбили подводную лодку Черноморского флота России стоимостью $300 миллионов в Акьяре, Севастополь. В заявлении Генерального штаба Украины от 3 августа 2024 года отмечалось, что украинские силы обороны сбили вражескую подводную лодку и зенитные ракеты комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму. Авиакомпании США, Европы и Азии приостановили полеты в Израиль и Ливан, сославшись на проблемы безопасности после недавних событий на Ближнем Востоке. По мере эскалации напряженности после убийства Исмаила Хании, главы политического бюро Хамаса, Иран отменил полеты в Израиль на основании возможного нападения на Израиль. В результате израильский аэропорт имени Бен-Гуриона остается пустым.